Добрый вечер. С вами программа «Якутия Лайф» и ее ведущие Ирина Ефимова и Иван Луцкан. Сегодня мы поговорим о детском досуге в период пандемии. Какими будут предпраздничные дни и каникулы. Выясним, как должны проходить утренники в школах и детсадах, будут ли организованы масштабные развлекательные мероприятия для детей, елки, сказки, концерты, ну и так далее. Узнаем, можно ли водить хороводы и как фотографироваться правильно с Дедом Морозом, не нарушая дистанции на празднике. Кстати, самый главный сказочный персонаж сегодня посетит нашу студию лично. Также с нами в эфире сегодня первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Валерьевич Левочкин и руководитель отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Якутии Ольга Анатольевна Яшина. Вам добрый вечер. Задать свой вопрос гостям можно в прямом эфире по телефону студии 8 41 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 273 44 88. Ну, Владислав Валерьевич, наверное, первый вопрос вам. Будут ли в этом году какие-либо мероприятия, связанные с елкой, в очном формате? Ну и все-таки малыши привыкли, когда наступает там каникулы, мама, папа ведут их в театр, ну и, соответственно, они хотят увидеть какое-то представление, действо на сцене. Действительно, в настоящее время 9 из 14 республиканских театрально-концертных организаций уже работают. И впервые мы начинаем работать в таких условиях, где у нас нет интерактивной формы общения со зрителями. То есть мы работаем только, стараемся дистанционно. Конечно же, это дистанционная форма взаимодействия. То есть мы через сеть интернет, через социальные сети проводим работу, но также наши республиканские учреждения сейчас начинают деятельность по показу репертуарных спектаклей, концертных программ. И, конечно же, есть отдельная программа детей, это детские спектакли, детские концертные программы, но, конечно, без той части, которая у нас обычно происходила, когда приглашали детей к елке, когда Дед Мороз и Снегурочка общались с детьми, вместе фотографировались, вот без этих форм общения. То есть это важно соблюдать дистанцию, важно также ношение масок, обеззараживание и в целом обеспечение всех условий для того, чтобы зрители и члены коллектива чувствовали себя безопасно. Спасибо. Ну, Ольга Анатольевна, теперь, наверное, вопрос к вам. В школах и в детских садах, ну, все с вами были школьниками, и всегда, особенно, младшее, среднее звено, было в таком ожидании детского утренника, что все-таки придет Дед Мороз, какая-то будет сценка, там, художественная самодеятельность среди самих школьников. Будут ли утренники в таком формате, и если да, то с какими ограничениями по количеству участников или формату проведения? Конечно, новогодний праздник – это, наверное, самые любимые праздники наших детей. И поэтому очень приятно мне сегодня говорить, что у нас практически во всех детских садах, 97% детских садов проводят утренники в очном режиме. И где-то 85% школ также проводят новогодние праздники в очном формате. Конечно, с соблюдением всех требований. Прежде всего, это наполнение групп. Не больше 15 детей в определенном классном кабинете, в детском саду, в определенном помещении, без участия детей и сторонних лиц. Соответственно, все программы новогодние, я думаю, проводятся очень интересно, ярко, так как и всегда. Небольшие ограничения не влияют на общее праздничное настроение наших детей и на наше настроение. Но при этом, конечно, мы понимаем, что самое главное – это соблюдение всех требований, которые сейчас связаны с эпидемиологической ситуацией. Отлично. Вопросы? Вопрос к Владиславу Валерьевичу. Хотелось бы услышать раскладку по районам подробнее. Вот во всех ли районах Якутии пройдут детские мероприятия? Ведь наверняка где-то ограничения более суровые, а где-то, наоборот, более мягкие. Но в настоящее время из
486 домов культуры только 32 проводят в очной форме мероприятия, все остальные работают дистанционно. С завтрашнего дня решение принимается республиканским штабом о том, чтобы предоставить возможность нашим домам культуры, досуговым учреждениям работу в очной форме. Тем не менее, конечно, районные штабы, они принимают свои решения, поскольку в каждом районе своя ситуация. Есть районы, в которых достаточно сложная обстановка на сегодняшний день. Между тем, в отдаленных районах, где и трудная транспортная доступность, и в целом меньше таких опасных проявлений, там, конечно же, мы стараем все наши учреждения тоже проводить различные разнообразные формы мероприятий, поскольку у нас продолжительные новогодние праздники, и, конечно, население, тем более дети, ожидают таких знаменательных событий. Спасибо. Спасибо. Ольга Анатольевна, а сколько школ и детсадов сейчас в республике на карантине находятся? И как они выходят из этой ситуации? То есть, может быть, онлайн-елки проводят для классов, для групп или как? Но на сегодняшний день у нас 13 детских садов на карантине, и, слава богу, ни одной школы на карантин не закрыто. Конечно, есть школы, которые работают в очно-дистанционном режиме, смешанном, либо дистанционно. Но на карантин пока школ закрытых. Ну и понятное дело, что проведение новогодних праздников связано с тем форматом образования и обучения, которое отражает эпидемиологическую ситуацию. Если учебный процесс реализуется в очном формате, сейчас он идет в 166 школах, то, соответственно, и новогодние праздники проводятся в очном формате, в малых группах, как я говорила ранее. А если же идет образование с использованием дистанционных образовательных технологий, соответственно, новогодние утренники проводятся в онлайн-режиме, на различных платформах. Кстати говоря, достаточно интересные яркие представления видео уже идут в некоторых районах, да, и в дошкольных образовательных организациях, и в школах. Спасибо, Ольга Анатольевна. Ну вот, знаете, я часто мониторю социальные сети, WhatsApp-группы родителей, и там часто проскальзывает такое: я не хочу вести своего ребенка на массовые мероприятия, да, у меня дома пожилые родители, понятно, родителей можно понять этих детей. Вот вы только что затронули тему по поводу досуга в школе, а есть ли еще какие-то онлайн-площадки, возможно, которые проводятся для в целом всех детей? Наверное, здесь больше вопрос к Владиславу Валерьевичу. Можно ли вот каким-то образом подключиться к этим онлайн-площадкам, и чтобы спектакли могли дети посмотреть, не выходя из дома? Да, действительно, вот в этом году наши учреждения активно стали работать в этом направлении и выработали достаточно интересный контент, в том числе репертуар для детской аудитории. И надо сказать, что в этом направлении работают наши учреждения в муниципалитетах, поскольку уже появился опыт, и есть, допустим, такие практики, которые очень интересны, когда, допустим, делают интерактив в форме телепостов между разными населенными пунктами, создают совместные концертные программы, в том числе с номерами. Есть отдельные программы для детей, поэтому есть даже какие-то мероприятия, которые проводят на платной основе, такие конкурсы или, допустим, соревнования, лотереи. Поэтому, в принципе, вот этот сегмент у нас растет, и при желании можно достаточно интересные программы найти и в них участвовать. Спасибо. Ну вот, опять же, возвращаясь к школе, да, я вспоминаю, когда к нам приходили там артисты Русского драматического театра, показывали сценки, аниматоры приходили. Вот можно ли в детские сады приглашать таких специалистов, которые смогут доставить радость детям? Ольга Анатольевна.
к сожалению, сейчас пока это невозможно сделать, потому что мы понимаем, что особая ситуация в этом году. И мы помним, что не так давно вышел указ главы нашей республики, 1532 указ, согласно которому приглашение организаторов на новогодние детские мероприятия не допускается. Но я уверена, что это временная мера. Когда стабилизируется обстановка, мы вернемся к проведению ярких праздников с участием аниматоров, гостей, артистов. Спасибо. А сейчас вот, в принципе, в онлайн-режиме на различных площадках с участием ведущих артистов, интересных очень аниматоров, онлайн-спектакли, квест-игры, концертные программы проводятся для самых разных возрастов. Причем здесь я хотела бы отметить, что вот, например, по городу Якутску во Дворце детского творчества для младшего возраста проводятся новогодние онлайн-спектакли. Необходимо зайти на сайт Дворца детского творчества, и размещена вся информация, как родитель может узнать о содержании, когда он будет проходить, каким образом можно подключиться ребенку и посмотреть спектакль. И вот такие формы, значит, новогодних представлений, они практически по всем учреждениям образования, муниципальных образованиях нашей республики предлагаются. Ну и кроме того, есть еще и всероссийские площадки. По линии российского движения школьников очень большой перечень мероприятий. Можно зайти как на российский сайт российского движения школьников, так и на сайт региональных наших ресурсных центров, например, ресурсного центра «Юный Якутянин». Там есть информация о самых крупных событиях ближайших 2 месяцев, декабрь, январь, и родитель может собрать информацию. Спасибо. Спасибо. Но при этом я хотела бы отметить, что мы все-таки рекомендуем на эти каникулы акцент сделать все-таки на активные виды отдыха детей, на спорт, спортивные занятия. У нас 53 детско-юношеских спортивных школы, и эти школы в зависимости от экологической ситуации работают в очном формате, в смешанном формате и проводят свои занятия, в принципе, в том числе и в режиме. Все, спасибо Как раз большое. предвосхитила, да, следующий вопрос, но давайте Нет, тогда Владиславу нет, Валерьевичу, у да. меня вопрос Владиславу Валерьевичу, потому что все-таки один из главных элементов Нового года – это новогодние сказки, да, которые театры готовят каждый год. И вот как бы и в детстве мы ходили всегда, и с детьми Верила в ходили. сказку, да? С детьми ходили, конечно, конечно. Тем более наши театры, у нас же много театров, и к каждому Новому году всегда ставили новые сказки. Там вот «Золушку» я помню прекрасную. Вот, и, как, наверное, и все жители Якутска, я вот, например, с радостью восприняла новость, что театры все-таки открылись, хоть и с ограничениями, да, и будут спектакли в реале. Вот, поэтому, Владислав Валерьевич, какие театры подготовили программу, что смогут посмотреть зрители в Якутске, в Нерюнгре, В новогодние в праздники. новогодние праздники, в Ленске, в Мирном, в Алдане? Действительно, театры накопили уже достаточно премьерных спектаклей, в том числе для детей. Есть очень интересные постановки. Мы надеемся, что дети с большим желанием встретят. Конечно, есть вот ограничения. Мы до 50% залов можем заполнять, поэтому нужно подумать о том, как заранее приобрести билеты. Все театры представляют премьеры, в том числе для детей. Новая постановка в театре имени Пушкина, в театре «Незнайка путешественник». В Государственном театре балета новые постановки «Сила», оперетта, платформа «История одного вокзала», камерный балет. В Сахоакадемическом театре тоже и новые постановки, и детские спектакли. «Старушка Библиотекинская Тюгарова» и «Лесная школа». А также программы «Рождественский сюрприз», «Туймада», новогоднее представление «Дарвина» и театр зрителя. В Мирном будет показана сказка «Исчезновение принцессы Беллы». И в Нюрнбергском театре встречаем Новый год вместе. То есть у нас вот везде
подготовлены специальные новогодние программы. Но здесь вот я еще хотел бы добавить вот по предыдущему вопросу. Многие родители часто имеют практику приглашения Дедов Морозов, снегурочек к себе домой. Вот, к сожалению, в этом году мы призываем все-таки отказаться от таких. И сейчас уже население вот находит новые различные формы. То есть, допустим, Дед Мороз приезжает во двор на повозке на оленей упряжкой и поздравляет детей из двора, то есть дети подходят к окну и машут рукой. Здесь же могут быть какие-то дистанционные формы через средства связи, поздравления, но приглашать к себе домой мы все-таки призываем воздержаться от этого, поскольку нам важно исключить множественные такие контакты с посторонними лицами. Хотелось бы, чтобы все придерживались уже. Ольга Анатольевна, у нас вопрос же еще и о каникулах, да, потому что сейчас в школах начнутся каникулы, и у всех вопрос, как занять детей, какие сейчас работают кружки и секции, и как бы вы вообще посоветовали занять школьников на каникулах? Кстати, до какого числа они продлятся? Ну, у нас, в принципе, традиционно каникулы начинаются где-то с 28-30 декабря и продолжаются до 10 декабря. 11 декабря, 11 января все выходят на учебные занятия. И вот мы уже ранее сказали, что на каникулах, конечно, предлагают и различные программы в онлайн и в офлайн режиме, и в спортивных школах, и в учреждениях групп образования творческого направления, в организациях искусства. Здесь очень большой выбор. Родители могут обратиться к информационным сайтам, как муниципальных образовательных организаций, своих школ, детских садов, так и региональных ресурсных центров. Это и Малая академия наук, например, которая проводит целый спектр научно-исследовательских проектов, конференций. Это и ресурсный центр «Юные якутяне», и другие республиканские центры, которые предлагают свои программы. Плюс есть у нас на федеральном уровне, как я говорила, большой такой пул проектов, программ, очень интересных новогодних фестов на всероссийском уровне по линии российского движения школьников. Но я бы хотела все-таки посоветовать родителям выбрать вместе с детьми какие-то активные виды отдыха, связанные со спортом, либо с прикладными видами творчества. В этом направлении тоже очень много предложений. Например, в республике у нас проводится региональный этап всероссийских соревнований по мини-футболу. Например, кроме того, можно в семье родителям предложить, например, 1 день провести без гаджетов, 3 дня без компьютера, праздничные дни, сходить на прогулку вместе с детьми, пройти, например, там 3-5 километров, я не знаю, вместе, просто пройти, чтобы ребенок двигался. И вообще искать какие-то активные виды отдыха для своего ребенка. Потому что наши дети очень много времени проводят у компьютера. И вот в качестве такого интересного примера я хотела бы также сказать, что мы буквально вот на следующей неделе по всем районам распространим видеозапись такой минутки, которую проводит очень интересный учитель физической культуры Кировской школы Нюргельского улуса Тихонов Эрел Нюргунович. Он проводит занятия по стретчингу. То есть, по сути, это такой комплекс упражнений, который направлен на общее оздоровление. Он очень интересен детям, занимает немного времени, может проводиться в комфортной домашней обстановке, но влияет на развитие здоровья ребенка. Развивает мышцы, является профилактикой гиподинамии. Ну вот как небольшой такой пример вот нестандартных подходов. Поэтому прошу внимание родителей обратить именно на активные виды
Я знаю виды прекрасно, что вы отдыха. можете рассказывать Свои. весь эфир, да, потому что действительно у нас много талантливых учителей, но время эфира ограничено. Спасибо большое за ответ на вопрос. По данным опроса, 22% жителей России приняли решение не звать детям на Новый год Деда Мороза и Снегурочку из-за известных причин, связанных с ковидом. Если вы относитесь к их числу, то подарить праздник ребенку вы можете с помощью нашей программы. Внимание, барабанная дробь, что мы подготовили? Сейчас к нам в гости придет самый настоящий Дед Мороз, и ваши дети смогут задать вопрос сказочному герою в прямом эфире по телефону студии 8 41 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 273 44 88. Сейчас мы уходим на короткую рекламу, и Дед Мороз прямо у нас в студии появляется. Здравствуй, Дедушка Мороз. Помню, ты ко мне приходил. Эдак, сложно вспомнить, ты ко мне приходил. Я к тебе приходил не один раз, Ванечка. Да, помню, и подарочки. Ты вот такой же мешочек был, только он тогда был побольше. В этот раз что-то ты поскромнее. Ну а чего ж тебе было с подарочком-то не приходить? Ты хорошим мальчишкой рос. А сейчас вырос не очень, видимо. Ну ладно, подарочки я себе спрячу под елочку. Ирочка, Может, привет. Ирин, тебе что достанется? Мои старинные приятели Иван и Ирина, которые тоже вместе с Дед Морозом веселились на елках. Моя дочка тоже в тебя верит и очень ждет всегда, и в этот раз тоже ждет. Хорошая девчонка. Да, и 20-й год у нас необычный, 21-й год мы будем встречать не знаю как, и у многих детей очень волнует, есть ли у Дедушки Мороза иммунитет к коронавирусу, ведь он очень старенький и входит в группу риска. Или ты летом уже переболел? Это такой вопрос. Это вопрос такой Дед Морозу. Но Дед Мороз, в принципе, заболеть ничем не может, потому что он персонаж волшебный, сказочный, космический, если будет угодно. Поэтому Дед Мороз не болеет. Дед Мороз обращается к подрастающему поколению, которое еще верит в чудеса, которое загадывает какие-то добрые пожелания. Мы с вами горы свернем и победим эту болячку. Обязательно. Это самое главное. Дорогие дети, родители, вы можете задать вопросы Деду Морозу прямо в нашу студию. Вы можете позвонить сами, или пусть ваши дети наберут номер 8 41 12 42 14 39 или написать по номеру нашей горячей линии в WhatsApp 8 914 273 44 88. И вот он, Дедушка Мороз, ответит на любые ваши вопросы. С большим удовольствием. Давайте. Какой? Вот, кстати, были вопросы, которые мы так мониторили и выявляли. Давай, Ванечка, вот, допустим, озвучим. Дедушка Мороз, где ты нам покупаешь или колдуешь, или находишь подарки? Ну, колдуешь, это, наверное, не совсем правильное слово. У меня огромный цех в лесу по производству подарков. Бывает так, что появляется какая-то эксклюзивная игрушка. Ну и, конечно, Дед Мороз ее приобретает. Я тебе хочу сказать тайну. Всем вам открыть тайну, что Дед Мороз знаком практически со всеми производителями каких-то интересных игрушек. Мы дружим. Классно. И нам говорят, что у нас есть звонок. Есть звонок. Отлично. Да. Нам говорят, у нас есть звонок. Алло. Мы вас слушаем. Алло, алло. Здравствуйте, алло. Алло, я тоже слушаю. Чуть-чуть. Алло. Алло, Ой, О, маленький. привет. привет. Привет, привет, мой хороший. Задавай вопрос. Как Деду. тебя зовут? Степа, Как? Степа. Степка, привет, мой хороший. Я тебя слушаю, Степочка. А как, дедушка, как вы стали Дед Морозом? Как я стал Дед Морозом? Степ, это очень долгая история. Я тебе вот первому, наверное, скажу. Дед Мороз хочет выпустить книгу, в которой подробно опишет, как Дед Мороз стал Дед Морозом. И там много-много будет разных подробностей. А может быть, Дед Мороз напишет пьесу, которую поставят в Русском драматическом театре академическом имени Александра Сергеевича Пушкина. И ты, придя в зал, в театр, все поймешь.
Интересно. Вот у нас еще есть вопрос на WhatsApp. Дедушка, я написала тебе письмо 15 декабря. Так. Мама сказала, что оно придет, и ты его прочитаешь. Ну, конечно. А вот дедушка всегда ругается, что почта плохо работает. Так Своими дедушка ругается на другую почту. Почта Дед Мороза работает очень и очень хорошо. Дед Мороз, ребята, читает все ваши письма. Может быть, так случается. Отвечаю не на все, но обязательно читаю. Вы это имеете в виду. Отлично. Вот еще один вопрос из мониторинга соцсетей. Вот честно, я сам задумывался над ним. Дедушка, какое у тебя отчество? Мороз Иваныч. Мороз Иваныч. Ну спасибо, Иванович, да, задобрил имя Ивана. Ты приходил ко мне в прошлом году и подарил конструктор. Так. И к Мише ты приходил тоже, и к соседям тоже. Как ты успеваешь ко всем в гости? А вот недавно я смотрел одну интересную передачу, где ученые спорили на этот счет. Каким же образом Дед Мороз везде успевает? Скажу вам так, ребята, есть определенные секреты у Деда Мороза. И редко случается так, что, вдруг не успеваю, так тоже бывает. Хоть я и сказочный персонаж, хоть и волшебный персонаж, но такое тоже происходит. Тогда я прошу своих помощников, прошу пап, прошу своих знакомых. Я их наделяю волшебной силой, и они мне тоже помогают. Но остальное в основном делаю я сам. Есть телефонный звонок в нашу студию. Алло, привет. Здравствуйте. Здравствуй, моя хорошая. Как тебя зовут? Ира. Ирочка? Слушай, Мира, твой вопрос. Я хочу спросить, как хватает столько денег, чтобы подарить Что? подарки миллионам людей? Как хватает денег столько на подарков на миллион детей, да? Я так... Да, Я всё. понял. Дело-то, моя хорошая, дорогая моя Иринка, это не в деньгах. Тут немножечко другие отношения. Я уже сказал в самом начале, что у Деда Мороза огромный цех в лесу по производству подарков. Иногда особо отличившихся детей я допускаю в свой цех, я им все показываю, я рассказываю, но это большой-большой секрет. Может быть, когда-нибудь и тебе я это покажу. Но в книге я это обязательно пропишу. Может быть, когда-нибудь такая книга выйдет. Дело не в деньгах. И поверь мне, у Деда Мороза всегда есть возможность подарить именно ту игрушку, которую вы хотите. Дедушка Мороз, я помню, ты приходил ко мне в красной шубе, да? Так. В этот раз она у тебя такая белоснежная, голубая, зимняя. А сколько их у тебя всего? Шуб. Я тебе, Ванечка, открою небольшую тайну, на самом деле, раз ты говоришь, видел в разных шубах у меня, разных шуб довольно много. Все зависит от настроения, все зависит от компании, все зависит от региона, куда я направляюсь. Я хочу радовать разными тоже своими волшебными нарядами. Вот сегодня я пришел к вам вот в такой вот шубе. Отлично. В общем, гардероб у меня довольно большой. Вот как раз я слышу, что у нас там вроде бы есть, да, телефонный звонок. Слушаю. Ага. Да, добрый вечер. Да, слушаем. Здравствуйте. Привет. Привет. Задавай вопрос. Хочу подарки. Что? Хочет подарки. Да, конечно. Как тебя зовут? София. Как? София Валентиновна. Я так София понимаю, зовут. Софиюшка, я так понимаю, ты подарок хочешь? Конечно, будет тебе подарок. Я ни одного ребенка не пропускаю мимо. Я всем мальчишкам и девчонкам обязательно дарю подарки. И тебе, моя Софиюшка, обязательно подарю подарок. Дайте мне сказать слово. Что? Что? Я очень вас уважаю, Дедушка Мороз. Обожаешь и поздравляешь, да? Уважаю. Спасибо, моя родная, спасибо, моя хорошая. И спасибо тебе за звоночек. Привет родным и близким Это твоим. вам спасибо. 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 Вот еще один вопрос пришел на WhatsApp. Папа сказал, что Дед Мороз не дарит подарки детям, которые себя плохо ведут. Правда ли это? А он недавно на меня ругался, что я разбил его телефон.
Ну, что ж поделаешь, ну, Папе телефон. С детьми такой, конечно, Можно тоже, я папа телефон попросить? тоже бывает. Я призываю родителей сильно не ругать своих детей. Мы все были маленькими, все были неуклюжими, и что-нибудь случалось. Ну, вот мальчишки, девчонки, они вот такие вот непоседы. А то, что Дед Мороз якобы не дарит подарки тем, кто плохо себя вел, это неправда. Дед Мороз дарит подарки всем. Нет плохих мальчишек и девчонок, их абсолютно нет. Все хорошие. И подарки дарю я всем. Ну, вот есть еще один вопрос, опять же, из мониторинга соцсетей. Кто тебе помогает? Вот есть эльфы, а у тебя, у Санты, допустим? Это тоже не секрет. Мне помогают мои друзья, лесные звери. Медвежонок, волчонок, бельчонок, зайчонок. Ну, медвежонок линьковат зимой, потому что все время хочет спать. Вот мои главные помощники. Но есть помощники и среди людей. И в начале нашей передачи, в начале нашей встречи я об этом сказал. Иногда люди, которых я наделил особым доверием, мне тоже помогают. А вот ты сегодня к нам в очках, а ты читаешь без очков? Читаю без очков. Скажу вам так, что я прибыл в самый холодный регион. Здесь туманно. И какое бы ни было у меня хорошее зрение, вот приходится пользоваться иногда очками. Тем более столько писем, столько Тем писем. более столько писем. Вот еще один вопрос. Моя сестра Катя сказала, что Деда Мороза не бывает. Скажи ей, пожалуйста, чтобы больше не обманывала. Забавный вопрос. Катюшка, не обманывай больше. Дед Мороз существует, и ты об этом знаешь прекрасно. Не знаю, может быть, с какой-то детской вредности Катюшка сказала, потому что девчонка-то она хорошая. А может быть, вполне, Катюшка выходит из того возраста, когда все меньше и меньше человек начинает верить в чудеса. Такое тоже случается. Но Катеньке я желаю продолжать верить в чудеса, и тогда обязательно добрые, какие-то хорошие ваши мысли, пожелания, они непременно сбудутся. Дедушка Вот моей дочке тоже соседка сказала, что Деда Мороза нет, а она сказала, что вот ей поэтому подарки ей не приносит, что она в него не верит. А вот кто верит, тем приносит. Вот, кстати, да, про подарки, и когда он приносит Дедушка Мороз. Да. Ну вот подарки появляются, а тебя не видно возле елки. Я Как же- вот они так Так появляются? тоже бывает. И опять вернусь к началу нашей передачи. Так случается, что ну вот не успеваю, вот такое тоже случается. Я ставлю подарок и ухожу, но есть такое правило у Деда Мороза. Если я по какой-то причине не успел прийти лично к ребенку и вручить подарок, я к этому ребенку приду еще и еще, то есть в 2 раза больше. Дедушка, а как ты учился в школе и вообще учился ли? А вот это секрет. Вот это тот самый секрет, который я хочу отразить в своей книге. А может быть и в пьесе, которую поставят в Русском театре. Отлично. Ну, тогда на этой оптимистичной и загадочной ноте мы попрощаемся с нашими зрителями. Мои хорошие, дорогие мои, я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Счастья, радости и большой вас любви. С Новым годом, с новым счастьем. И на этом самый праздничный выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Спасибо гостям за участие в прямом эфире. И благодарим, конечно же, Дедушка Мороз, тебя за то, что ты порадовал наших зрителей, детей наших зрителей своим появлением в нашей И студии. нас. И вам спасибо, вам спасибо. Желаем праздничного настроения всем взрослым, а всем детям сказочных каникул. На этом я, Ирина Ефимова, и Иван Луцко, ну и Дед Мороз, конечно же, с вами прощаемся. Всего Пока, мои доброго. хорошие. С Новым годом! С Новым годом.